Вот не знаю, дорогой телезритель, как ты, а я вот в детстве, когда смотрел классический фильм «Александр Невский», не мог сдержать восторженных слез. И каково же было мое удивление, когда недавно я прочел реальную биографию благоверного князя и узнал, что дедушка его был по национальности осетином, а мама родом из половцев. То есть в реальности блондин Александр, скорее всего, был брюнетом с таким монгольским разрезом глаз. Меня в этом ролике, собственно, из чего я хотел бы сделать повод нашей беседы сегодняшней, небольшой, и заглавие это «Как люди сами делают исторические мифы», буквально о формировании исторических мифов. Потому что началось все, как ты помнишь, с вводного слова Ильи Строгова, который сказал, что «а вот я смотрел фильм «Александр Невский» Сергея Айзенштейна, и там Николай Черкасов такой красивый, белокурый, а потом я в какую-то книжку посмотрел, какую он, правда, не сказал, и где я выяснил, что по-настоящему все было не так, потому что на самом деле Александр Невский-то не был Черкасовым. Кстати, я как-то не подумал об этом, да, во-первых, да, он не был, безусловно, Черкасовым, а во-вторых, у него папа был осетин, то есть мама половчанка, и поэтому он отсюда почему-то он был с монгольским разрезом глаз. Да, то есть осетин с точки зрения ведущего это монголоид какой-то, что, мягко говоря, странно. Ну, это, во-первых, это, мягко говоря, странно, а во-вторых, я аж присел. Во-первых, осетин – это не монголоид. Во-вторых, половцы – это от слова полово, то есть солома, они были светловолосые. Поэтому. И в-третьих, Николай Черкасов по реке был нифига не светловолосым, ну внимательно посмотрите. Там довольно темно-русые волосы. Почему он там светловолосый, я не понимаю. Ну, это художественная картина. Я пытался объяснить все время, что художественное кино, оно несколько другие задачи решает, и не мог сказать о том, что, так сказать, подразумевается, чего хотелось бы нам получать от художественного кино. Кто будет? Князь здешний, Александр. Невский твое прозвище? Ага. Потому что, собственно, папа Александра Невского, Ярослав Всеволодович, вот он сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, известного князя. Мы как-то про него подробно рассуждали. Вот у него были две жены, то есть кандидатуры на материнство Ярослава Всеволодовича. Первая – это таинственная леди Мария Шевардовна. Про нее вот конкретно не все понятно. Вторая жена Любава, как ее зовет Татищев, Василий Никитич Васильковна, дочь Василька Бречеславича Полоцкого. Ну, с ней более-менее все понятно, она Рюриковна. А вот Мария Шеварновна, Ипатьевская летопись, напомню, это Галицко-Волынское летописание, список сохранился с начала 20-х годов 15 века, то есть она относительно Ярослава Всеволодовича, во-первых, не с того места, а во-вторых, довольно поздняя. Называет младшую сестру Марии Шеварновной Ясской княжной, то есть венгерской осетинкой. Ясы – это родственники осетин, которые осели в Венгрии. Вот. И на этом основании некоторые люди склонны и остальных двух сестер Марии Шварновны, в том числе ее саму, считать тоже ясками. Вот. Но тут сразу вступает в дело перекрестные источники. В частности, Лаврентьевская летопись, напомню, это одна из самых старейших летописей, которая у нас сохранилась в оригинале 1370-х годов рождения, эта книжка, Никоновская летопись гораздо позже, вот, но тем не менее они упоминают всего в это время двух Шварнов, оба киевляне. Один из них был, собственно, сын киевского воеводы. Почему он осетин? И это имя, я даже не знаю, как оно с осетинским-то, этот Шварн. Непонятно. И тут же включается третий источник – это комиссионный список новгородской первой летописи. Еще одной старейшей летописи по происхождению в русском своде летописания. И там конкретно младшая сестра, прошу прощения, сама Мария Шварновна упоминается как Мария Всеволоже, то есть жена Всеволода, Шварновна, дщи князя Чешского, то есть она чешка. И это дублируется в очень большом количестве последующих источников. То есть большинство источников, которые у нас есть, считают, собственно, Марию Шварновну чешкой, а никакой не осетинкой. По этому поводу есть хорошая подробная статья
ну, относительно свежая, Литвина и Успенского, кем была Мария Всеволожья, отчество и происхождение 3 русских княгинь XII века. В 2006 году вышла. Вот, то есть, личность матери Ярослава Всеволодовича, мягко говоря, неоднозначна. И называть ее Ясыней и Яской – это просто ошибка, и ошибка, основанная на лобовом прочтении одного единственного источника. То есть, человек, когда такое говорит, он просто не понимает, о чем он говорит. Где-то слышал звон, и тупо не знает, откуда этот звон прозвенел. Да, вот и все. Вот, то есть. Ярослав Всеволодович, по данным большинства источников, получех, а никакой не полуосетин. Но даже если он полуосетин, то он именно что полу, и по отцу он все равно никакой не осетин. Спасибо, Клим Александрович. Старались. Я на сегодня все. До новых встреч.